Итак, у нас очередной день съемок, третья область, Нарынская область. И мы уже проехали более 3500 километров. Сейчас мы находимся на высоте 3500 метров. В удивительном месте, которое называется Таш-Рабат. Мы сейчас с вас немного познакомим с этим объектом. Этот объект был построен по официальной информации еще в 15 веке. По некоторым предположениям археологов, он был построен гораздо раньше, так как здесь были найдены монеты и 11 века, и 10 веков. Поэтому, я думаю, еще в будущем придется уточнить все, что на самом деле происходило здесь и как он был построен. Но вы можете увидеть, что Таш-Рабат был построен из камня. В этом и суть названия. Таш — это камень, Рабат — это замок, либо крепость. Аббатство, да, еще? Аббатство, да. Здание очень интересное. Максимальная высота здания 20 метров. Внутри можно увидеть 31 комнату. Представляете, в те века 31 комната. Караван-сарай служил пристанищем, отелем для караванов, которые проходили здесь. Существует много легенд. В одной из легенд говорится о том, что когда был Таш-Рабат построен, караваны поменяли путь исследования, чтобы специально заезжать сюда и ночевать здесь. Здесь очень холодно, но эти камни защищали от ветра, и внутри можно было разжигать огонь, который давал тепло. Мы сейчас попробуем снять немного внутри, если будет достаточно света. Идем. Проходи, снимай, а то будет за света от меня. Как видно? Давай здесь приостановимся. У этих стен можно как раз разглядеть основу, которая была построена, и то, что уже было восстановлено археологами. Вы видите камни, вы видите цемент. Здесь уже современная постройка, цементная. Крыша была обвалена, завалена, и кое-какие части оставались в сохранности. За счет этого была восстановлена структура здания. Когда здание было найдено, оно было буквально посюда в Кизяке, так как местные чабаны использовали это просто как стойбище. На тот момент не знали еще всю ценность этого места. Если кто не знает, кизяк — это сушеный помет скота. Его также используют для разогрева жилища, отопления и для приготовления пищи, так как не во всех местах есть деревья или уголь. Это мы находимся сейчас в центральной комнате, которая представляет основной интерес. Очень мало осталось, но археологи, которые работали здесь еще 20-30 лет назад, говорили о том, что орнамент вокруг был сохранен еще лучше. Представьте, это здание внутри было отделано гипсом, белым цветом. Вы видите все элементы, которые сохранились. Это здание было живописно разукрашено. Оно не выглядело так, как сейчас, просто камни. Вы также можете увидеть, что купол был восстановлен. Самое интересное, что мне нравится, аналогичная система построек камней используется в Таджикистане. И у нас, к сожалению, не так распространено это. Я надеюсь, местные возьмут это на вооружение, потому что такая конструкция, ее даже можно сделать с глиной, она простоит веками. Она будет очень теплая и защищать от холода. Плюс тебе не надо стройматериалы тащить на высокогорье. Очень много домиков можно, построек различных сделать. Камня у нас валом, куча сыпучек везде. И можно было бы сделать какие-то дома гостевые, перевалочные пункты, правильно? Совершенно верно. В этой комнате, это основная комната, где принимались караваны, которые приходили на поклон к шаху, который сидел обычно на троне, вот в той части здания. Также здесь присутствует большое количество комнат, как я и говорил ранее, 31 комната. Здесь находилась кухня, здесь был хостел, в котором проживал персонал. Кухня находилась с той стороны, мы не будем там снимать, потому что очень темно. Одно из самых интригующих, так скажем, мест здесь, это эта комната. Давайте пройдем налево, если будет видно. Как говорилось, что эта комната как раз шаха, либо
этой комнаты выходил туннель. Туннель до конца не изучен, примерно 10-15 метров глубиной мы сейчас видим. Куда он выходит, честно говоря, мы не знаем. Но археологи говорят, что у него есть конечный пункт, и он не был проходным. Хотя по легенде гласилось, что это был туннель для escape. Да. Побега, да, или на крайний случай, for emergency. Также советую опускать голову, watch your head, как говорится, беречь. Тут очень низкие пролеты, можно зацепиться. А вот здесь, наверное, спальня у него была, да? Либо это все было, у него было много жен по комнате для жены, там для гостей, тут жены. Да, мы можем только предполагать, есть что-то, что доказано археологами, историками. И приезжайте сюда и узнавайте больше об истории этого места. Спасибо, Андрей. А мы поехали дальше.